Здравствуйте! Мы с вами продолжаем изучать возможности Google сервисов облачного офиса. И сегодня мы узнаем, как работать с Google таблицами. Google таблицы — это аналог Excel, да, то есть если вы работали с табличным редактором Excel, в принципе, Google таблицы, они являются аналогом, и будет очень просто с ними работать. Но все равно мы на этом занятии с вами посмотрим, какие возможности есть, и попробуем сделать свою таблицу. Итак, как попасть в Google таблицы? Это можно сделать двумя способами, так же как с Google документами. Это можно сделать через Google Диск, либо вот так в меню зайти и нажать на Google таблицы и создать новый документ. Он у меня уже создан, новый документ, и начнем редактировать. Для начала мы должны с вами определиться с темой, для чего мы создаем таблицы, зачем они нужны. Главная особенность Google таблицы, например, таблицу можно сделать и в Word, да, то есть в Google документах, но в отличие от него Google таблица, она может автоматизировать простые, даже иногда и сложные математические вычисления. И поэтому мы с вами сейчас создадим список покупок, да, допустим, нам нужно сделать закупку, смету канцтоваров. Представим, что нам нужно сделать смету канцтоваров, посмотрим, как это сделать, и сделаем небольшую пробную таблицу. Для начала мы определимся, сколько у нас будет столбцов, да. Например, первый столбец, он будет обозначать нумерацию. Здесь будет название, да, товара. Здесь его цена, а также здесь будет количество, ну и сумма. То есть вот это вот самый простой вариант таблицы, когда у нас есть какой-то товар, есть цена и количество, и нужно узнать сумму. И в конце также мы сделаем итог. Итак, для того, чтобы у нас таблица работала, вообще, да, ну давайте сначала, как пример, введем данные. Например, пусть это будет тетрадь, А4, ручка, карандаш. Совсем небольшую таблицу сделаем для примера. И здесь у нас будет название смета канцтоваров. Все, самые основные данные у нас уже есть. Остается сделать саму таблицу, оформление его, а также вычисление. Давайте здесь еще итого. И теперь начнем с оформления. Чтобы таблица наша выглядела в распечатке, да, имела нормальный вид, хотя здесь уже есть таблица, уже есть ячейки. Если мы будем это распечатывать, вся наша таблица будет выглядеть просто как текстовые названия, поэтому нам нужно оформить таблицу. Для этого мы должны обязательно обозначить границы, чтобы они у нас были. Далее, допустим, нужные наименования, к примеру, можно сделать более толстым, жирным шрифтом, и также подчеркнуть внешние границы. Либо еще один из вариантов подчеркнуть — это цвет заливки. А также здесь вот название. Если вы используете название, мы можем объединять вот эти столбцы. Выбираем здесь правая кнопка мышки и делаем так, не здесь, значит, объединение, вот оно, объединение ячеек, и делаем выравнивание по центру. Можем также поработать с шрифтом, чтобы он был покрупнее, и добавить жирный.
полужирное оформление. Итак, здесь у нас есть нумерация 1, 2. И далее мы можем вот так вот выделить две ячейки, где есть у нас значения, и потянуть их просто за уголочек левой кнопкой мышки, и автоматически введется нумерация. Автоматика, она работает не только с цифрами, она может работать еще и с датами, да, месяцами. Например, если у нас, для примера, занятия проходят только по пятницам, да, например, 5 введем здесь 5.02. Таблица уже поймет, что это дата. Далее у нас было следующее занятие 12 февраля. И далее мы выделяем две ячейки, тянем и видим, что на такие числа выпадет именно пятница, да? Таким образом, автоматическое заполнение работает с любыми простыми числами или датами. Давайте сейчас, так как мы закончили с оформлением нашей таблицы, начнем вводить цены. Да? Например, тетрадь будет стоить 56,50, А4, допустим, будет стоить 310, ручка 45, карандаш 30. И теперь давайте посмотрим. Здесь количество. Тоже введем какие-нибудь цифры, какие у нас примерно. И посмотрим, как же здесь сделать простую формулу, да, когда мы вот имеем уже известную цену и количество. Мы можем умножить стоимость на количество и получить сумму. Для того, чтобы ввести формулу, здесь так же, как в Excel, мы используем знак равенства. Равно, нажимаем на нужную ячейку, умножение, следующая ячейка и Enter, если мы закончили. Мы сделали, вычислили, какая сумма у нас потребуется для закупки тетрадей. Далее у нас автозаполнение рекомендует вот эту формулу в столбцах. Мы можем это принять, либо Ctrl-Z, сделать это вручную, также перетаскивая вот этот маленький квадратик, тянем левой кнопкой мышки вниз. Тоже идет автозаполнение. Видите, да, тут формула. Если двойным щелчком мы можем зайти и посмотреть, какие ячейки умножаются. Все у нас устраивает. И здесь единственное, что нам остается сейчас сделать, это подвести общие итоги. Для этого мы берем вот эту функцию. Тут есть у нас сумма. И мы показываем выделением, какие ячейки мы должны суммировать. Вводим Enter. И у нас получилась общая сумма. Это самое простое вычисление. Теперь, когда у нас уже стоят формулы, мы можем легко менять, допустим, количество или же сумму, цену, стоимость. И мы увидим, что таблица будет автоматически обновляться. То есть это очень удобно. Главное преимущество использования именно таблиц вместо, например, текстового редактора. В Word, если сделать такую таблицу, умножение так легко сделать не получится. Поэтому Google документы, они полноценно могут заменять вам Excel. Но кроме того, как я до этого говорила, что облачный сервис позволяет работать нескольким пользователям с одной таблицей. То есть вы можете с коллегами или с друзьями, с знакомыми вести таблицы, совместно редактировать один и тот же документ. Это очень удобная функция, которая есть только в облачных документах, в облачном сервисе. На этом все. Спасибо за внимание.